Добрый день. Я, к сожалению, не являйтесь для меня таковым. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что действительно, как сказал Леонид Зильбер, лодка под именем Российской Федерации, хотя и идет вперед, но, к сожалению, имеет много протечек. И роль политических партий заключается в том, чтобы так или иначе воздействовать на государственную политику на уровне Республики Коми. Вот партия «Яблоко» доверила мне изложить наше видение общественно-политической ситуации в Республике Коми. И хотелось сказать одну очень важную мысль, что мы ведем свою работу через общественную приемную, юридическую приемную, в которую обращаются люди по тем или иным вопросам. И вот сейчас, как бы хотелось сказать, что Государственный совет Республики Коми, к сожалению, является нелегитимным органом. Проведенные в сентябре 2015 года выборы были несвободными, и в результате сформирован нелегитимный Государственный совет Республики Коми. Этот орган государственной власти избран при активном воздействии на волю избирателей, руководителей Республики Коми, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Исходя из этих обстоятельств, депутаты Госсовета Республики Коми, входящие в партию, во фракцию «Единая Россия», считаются в общественном сознании людьми, на которых падает тень от лиц, совершавших преступные деяния. Поэтому доверять власть людям, состоящим в группировке Газера и Чернова, нельзя. Нет доверия избирателей, что подрывает авторитет государственной власти. Я запомнил, выключите партию «Единая Россия». Давайте так, я вам скажу, что я о вас думаю, господин Горбачев, который кинул коммунистическую партию чертовой бабушки, но бежал в партию власти. Извините. Нет. Извините, не парламентские партии позволяют себе высказать непарламентскую речь. И сейчас я, так или иначе, хочу озвучить проблемы избирателей. Вот сидит господин Артеев. К нему обращались соответствующие люди о сносе строений, производимых «Газпромом». Он ему ответил: ребята, идите в администрацию города, но не стал ничего делать по сути дела. Так что давайте так, я продолжу, а вы потом так или иначе подайте на меня в суд, у вас есть соответствующие меры правового воздействия. Партия «Единая Россия» создала систему подавления свободной волеизъявления избирателей при проведении выборов, что привело к формированию депутатского корпуса, игнорирующего интересы избирателей, в угоду лиц, создавших систему воровства бюджетных средств и государственное имущество. Голосовали депутаты Госсовета и 5 и 4 созывов от «Единой России» за выделение средств на строительство Финно-Угорского парка. В селе Ик потратили на это более 500 миллионов. Результат отрицательный. А на строительство автодороги А1 на Кослан средств нет. Сегодня в Сыктывкарском городском суде рассматриваются иски «Газпрома» о сносе дачных строений жителей города Сыктывкара. Проблема в том, что этот магистральный газопровод находится в черте города, и при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сносить дачные строения простых жителей. Среди депутатов Государственного совета есть руководитель данного подразделения «Газпрома», от имени которого творится такое глумление над правами и свободами граждан. Вместо строительства этого парка надо было выделить деньги на строительство дополнительной нитки газопровода и тем самым защитить интересы многих сотен людей. Но партия «Единая Россия», депутатами которой вы являетесь, депутатами Госсовета, так или иначе, которые являются, делают все для того, чтобы такие нарушения продолжались. Прошу депутатов Госсовета, в том числе господина Горбачева, раз он так бьется за интересы людей, оказать содействие в защите прав жителей города Сыктывкара и просить руководство подразделений «Газпрома» отозвать иски о сносе данных строений. Я не буду рассуждать как патриоты России, я буду делать, а не рассуждать, защищать людей именно каждый день в суде. Надежды у людей, что суд защитит их право собственности, нет. В стадии отсрочки находятся сотни исполнительных листов о сносе дачных строений. И Верховный суд Коми Республики Коми, к сожалению, Шишкин убежал, а надо было задать ему этот вопрос и сказать, почему допускается такой беспредел на уровне судебной власти, когда интересы простых граждан становятся гораздо меньше, не стоят на одной доске вместе с интересами «Газпрома». Верховный суд не взял на себя смелость защитить права граждан. Если люди будут, так или иначе, сейчас закончу,
Если люди будут выходить на соответствующие стадии акции протеста, то здесь никоим образом на Степановской площади такие акции провести нельзя. Потому что ваш однопартиец, который на сегодняшний день находится под следствием, господин Поздеев, он запретил проведение таких акций. И действительно, Зиппер прав, когда он говорит, что вы вот здесь как бы очень благостно, очень хорошо, но проедетесь в автобусе, послушайте кондукторов, послушайте людей, когда нет нормального автобусного движения, когда нет кооперации на селе и многих-многих друзей, то есть многих других дел, которые надо решать. А вы занимаетесь болтовней и пустозвонством. Я еще раз подчеркиваю, такой госсовет надо распустить. Общественная палата нуждается в реформировании, увеличение госсовета необходимо провести до 50 человек. При этом Государственный совет должен формироваться из двух частей. Одна часть должна формироваться депутатами госсовета, а вторая быть избрана от населения. То есть на сегодняшний день вы даже не хотите просто, вот как было сказано патриотами России, сесть и обсуждать эти вопросы. Конкретное предложение. Не надо споров вот здесь, а надо на рабочих совещаниях, чтобы не было вот этой с моей стороны агрессии, с вашей стороны агрессии, сесть и обсуждать те или иные вопросы. Потому что ваши однопартийцы сидят в тюрьме, наших представителей Яблока там нет. Спасибо, Виктор Григорьевич.